наш институт по якутоведению, это единственный институт в мире. Второго такого института нет. Я одну особенность хочу подчеркнуть. Если раньше, до 60-х, 70-х годов, в разработке проблем гуманитарных наук участвовали главным образом представители или сотрудники центральных институтов, университетов и других научных учреждений, то сейчас вот эти очень ответственные, высокого уровня работы выполняются нашими местными специалистами, местными кадрами. Василий Николаевич Иванов, доктор исторических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук, Академии наук Республики Саха-Якутия, Академии духовности Республики Саха-Якутия, заслуженный ветеран Сибирского отделения Российской академии наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. С 1984 года директор Института гуманитарных исследований Республики Саха-Якутия. В сентябре 1935 года произошло выдающееся событие в общественной жизни молодой республики. Совет народных комиссаров Якутской АССР по инициативе кандидата лингвистических наук Платона Аюмского приняло постановление об открытии в республике первого научно-исследовательского учреждения – Института языка и культуры. 70 лет назад вот в этом здании был открыт научно-исследовательский институт языка и культуры при Совете народных комиссаров ЯССР. Старейший институт нашей республики. В нем первоначально работало всего 8 человек. Было 3 отдела. Значит, отдел языка письменности, литературы и искусства, народного образования и истории. Вот мы историки, современные историки, работающие в отделе истории. Вот будем говорить сегодня о исторической науке, о истории нашего института. Ну, понятно, что при создании этого института главные задачи, которые ставились перед институтом, были направлены на, прежде всего, подъем национальной культуры. Наш институт является, пожалуй, наверное, одним из немногих институтов, который именно имеет характер национального. Поэтому, прежде всего, было обращено внимание на такие вопросы, как создание алфавита, орфографии, терминологии, разработки вопросов терминологии. Проводились первые, значит, языковедческие конференции. Также было обращено внимание на сбор фольклорного материала. Были организованы первые экспедиции в Вилюйский район, в северные группы, значит, районов. В первые годы создания института большое внимание уделялось сбору и изучению архивного материала. Это было сделано впервые. Ну и, наконец, впервые была поставлена на научном, на фундаментальном уровне проблема происхождения народа Саха. История в некотором смысле есть священная книга народов, главная и необходимая, завет предков к потомству, дополнение и изъяснение настоящего и пример будущего. Николай Карамзин. Отдел истории. Исследования по истории Якутии начались со времени основания института. В отделе работают 18 человек, 3 доктора наук, 9 кандидатов наук. Ну, в нашем институте как направление интеллигентоведения, оно изучается нашими историками. Вот такие проблемы ставятся, как мировоззрение, менталитет интеллигенции, роль интеллигенции в общественно-политической, культурной, духовной жизни республики. Вот. Также изучаются такие проблемы, как ее численность, динамика ее роста, вот, и другие вот проблемы вот, по интеллигенции.
В отделе истории работает группа ученых над разработкой вопросов истории дореволюционной Якутии в продолжении традиций, заложенных Башариным, Сафроновым, Ивановым и Донар Антоновной Шириной. Предметом моих исследований является история научного изучения Якутии в XVIII веке. Современная историческая наука ищет новые подходы в освещении новейшей истории нашего общества и особенно кризисных, революционных его состояний. Здесь необходимо преодолеть однобокость в освещении событий. В частности, революции и гражданской войны в Якутии. Особую проблему составляет отсутствие документов по истории белого движения, что поможет преодолеть однобокость. Мне поручено заниматься историей гражданской войны. Это очень интересная тема. Надеюсь, что будут молодые исследователи, которые глубже смогут осветить эту тему, потому что только со временем мы сможем объективно разобраться, понять, что же было, что происходило почти 90 лет назад на нашей территории. Я работаю над темой рынок Якутии и разрабатываю развитие становления инфраструктуры края, путей сообщений, телеграфа, речного пароходства, банковской системы, утверждение рыночных отношений, в том числе земельные, землепользование, отношения землепользования, системы отношения выхода внешнеэкономических связей республики и предпринимательство в традиционных занятиях, торговле, развитие золотодобывающей промышленности. Одним из актуальных направлений современной российской исторической науки является изучение социальной истории и исторической демографии населения России. В нашем отделе тоже ведутся подобного рода исследования. Основоположниками этих направлений в Якутии можно считать Федота Григорьевича Сафронова и Ивана Алексеевича Аргунова, которые еще в 60-е, 70-е годы проводили такие исследования. Этнография – венец всех гуманитарных наук, ибо она изучает всесторонне все народы, все человечество в его прошлом и настоящем. Андрей Попов. Отдел этнологических исследований. У истоков академической школы якутских этнографов стоял крупнейший сибиревед, специалист по этногенезу и религиовед Гаврил Ксенофонтов. Продолжая традиции первых исследователей-этнографов, в институте осуществляются фундаментальные научные исследования, как в области исторической этнологии, так и в области современных этнологических субдисциплин. В отделе работают 8 научных сотрудников, 1 доктор наук, 4 кандидата наук. В данное время мы работаем над научными проектами Северной Азии, Байкальский регион, истоки формирования этнокультуры. В рамках этой программы мы сотрудничаем с бурятскими и иркутскими коллегами. В конце проекта мы планируем выпустить коллективную монографию с участием бурятских и иркутских наших коллег. Также в проекте «Историко-культурный атлас Республики Саха-Якутия» мы разрабатываем раздел «Этнография», в котором освещаются духовные и материальные ценности народа Саха. Участвуем в научно-просветительском проекте «Земля моя Якутия. 1500 лет в центре Северной Азии» совместно с учеными из Санкт-Петербурга. Наш отдел вместе с этнографами ЯГУ работает над иллюстрированным атласом «Эсэх. Мир якутского праздника», в котором в развернутом виде представляются древние и современные традиции праздника Эсэх в историческом разрезе. Большим успехом отдела мы считаем издание к юбилею института монографии якутского этнографа Андрея Дмитриевича Савина «Пища якутов до развития земледелия».
Наш отдел сотрудничает не только с российскими учеными из Улан-Удэ, Санкт-Петербурга и Иркутска, но также и сотрудничает с иностранными коллегами, например, с Институтом эволюционной антропологии города Лейпцига, Германия. Здесь у нас проходит стажировку немецкий ученый Бригитта Паккендорф. Ее исследовательская тема посвящена этногенезу народа Саха. По международному гранту Министерства образования Японии по сравнительному изучению и реконструкции архаичных верований среди якутов и айнов отдел работает с университетом Киото, Япония. Так что наш отдел, мы считаем, имеет перспективы дальнейшего развития и сотрудничества. Мы обязаны сохранять то, что прошедшее имело сказать о себе. Высказать все, что будет истинно для будущего. Джон Рескин. Отдел литературы. Отдел литературы – это одно из старейших подразделений, ведущее свою летопись с 1935 года, со времени создания института. В отделе работают 10 научных сотрудников, 3 доктора наук, 4 кандидата филологических наук. За 70 лет у нашего отдела создана солидная научная база. Это десятки монографий, сотни различных статей, публикаций. И этот юбилейный год мы встречаем большим фундаментальным трудом целого коллектива авторов, 14 человек. Литература Якутии 20 века, историко-литературные очерки. Объем ее 45 печатных листов, это больше 800 страниц. Своеобразие этой книги заключается в том, что она представляет собой целостное исследование литературного процесса всей литературы Якутии. И якутской, и русскоязычной, и северной литературы, как феномена духовной общемировой культуры. И мы думаем, что это наш достойный вклад в юбилей нашего института. Особенность нашего отдела в том, что в нашем отделе работает Сардана Платоновна Аюнская, дочь Платона Алексеевича Аюнского. Она возглавляет целую группу по исследованию и изучению жизни и творчества Платона Алексеевича Аюнского. В нашем отделе работает один из последних живых участников Великой Отечественной войны, Николай Захарович Копырин. Это известный на всю республику литературовед, литературный критик. Мы работаем над большой программой «Художественное наследие» 20-го, начала 21 веков в условиях глобализации, классика и современность. В рамках этой программы за последние 5 лет нами издана очень солидная книжная продукция. Вы можете увидеть, что то, что касается классики, это издания по Кулаковскому, по Аюнскому, по Чесхану, по Кюнде, целых 2 книги, Кюлюмнюр, Теге, 2 книги, Далан, поэзия Ивана Орбиты. И над современным литературным процессом «Литература Якутии на современном этапе» очень большая, солидная монография. И то, что мы подготовили к печати, «Литература Якутии в целом 20 века». Самой главной задачей института является создание нового современного полного толкового словаря. Платон Аюнский. Отдел толкового словаря. В отделе работают 28 человек, 5 докторов наук, 8 кандидатов наук. В настоящее время отдел сосредоточил свои усилия для решения главной задачи – создания толкового словаря якутского языка. В прошлом году в Новосибирске увидел свет первый том многотомного академического толкового словаря якутского языка. Это событие знаменательное тем, что еще в 30-х годах прошлого столетия Платон Алексеевич Аюнский ставил перед якутской интеллигенцией задачу о создании такого словаря. И спустя ровно 70 лет, как раз к юбилею нашего института, идея, высказанная Платоном Алексеевичем Аюнским, приобрела реальную возможность.
В этом году, буквально сразу после юбилея нашего института, в Новосибирске выйдет второй том толкового словаря. В октябре текущего года мы планируем сдать в печать третий том нашего словаря. Кроме того, наряду со своей основной словарной работой наш отдел одновременно ведет научные изыскания по своим научным проблемам. Выпускаем научные сборники статей, монографические работы. К этим работам я могу отнести, можно даже сказать, уникальные работы, словарь по фразеологии двухтомный Анатолия Гаврилевича Нелунова, пятитомный этимологический словарь, вышел первый том Гаврила Васильевича Попова, диалектологический атлас доктора наук Спиридона Алексеевича Иванова. За 70 лет якутские языковеды по некоторым позициям вышли на передовые рубежи тюркского языкознания, разрабатывая совершенно новые направления, имеющие мировое значение. Ну, яркое свидетельство успехов наших языковедов в обобщенном виде проявляется в двух фактах. Это первое – двухтомная академическая грамматика якутского языка, которым вообще мы гордимся, двухтомная грамматика, прекрасные работы, обобщающая грамматическую мысль наших языковедов. И второй факт, это уже лет 10, наверное, у нас работает в нашем институте докторский совет по защите докторских диссертаций по якутскому языку. Язык – хранитель истории. Он связывает поколения. Он – основной фактор поступательного развития человеческих знаний, общественного прогресса. Петр Слепцов. Отдел языковой политики. В отделе работают 10 человек, 4 кандидата наук. Отдел призван обеспечить научные основы государственной политики в области языкового строительства в республике. С основанием нашего отдела открылось новое научное направление у нас в институте, социолингвистическое, которое изучает воздействие общества на язык и языка на общество. Таким образом, мы занимаемся изучением реальной языковой ситуации, фиксируем ее изменения, какие-то тенденции, наблюдаем языковые процессы современные, изучаем проблемы функционирования языков в тех или иных сферах. Якутская лингвистическая наука становилась благодаря упорному, кропотливому труду многих ученых. Но в основном существовала тенденция исследования языка в статичном состоянии. На сегодняшний день остро стоит проблема тщательного исследования современного якутского языка в динамике. Необходимо исследовать негативные явления, нарушения норм использования языка. Олонхо – это музей, где собран весь алмазный фонд поэтического гения народа, все вершины духовного и материального творения его в прошлом. Сорун Омоллон. Отдел Олонхо. Все жанры якутского фольклора, изучение которого началось с создания института, органически взаимосвязаны с Олонхо. В отделе работают 12 научных сотрудников, 6 кандидатов наук. Одним из направлений деятельности отдела является дальнейшее изучение якутского героического эпоса. В 2004 году наш отдел инициировал международный проект в ЮНЕСКО по сохранению эпической традиции нашего якутского героического эпоса. Мы представили на шедевр нематериального культурного наследия человечества.
Наш отдел совместно с другими ведомствами и учреждениями нашей республики и города Якутска в течение 1,5 лет очень активно и насыщенно работали над этим большим перспективным проектом. И мы представили его в ЮНЕСКО в прошлом году в несколько этапов. Мы проходили всесоюзный этап, когда был объявлен конкурс. Мы победили в этом конкурсе, и от имени Российской Федерации окончательным вариантом мы представили вот наше досье, наш проект в ЮНЕСКО. Самым главным в этом проекте является сохранение и защита памятников Олонхо. И мы сделали такой раздел, план действий, который будет защищать наш Олонхо, начиная с 2005 года по 2015 год. Помимо защиты нашего Олонхо, мы еще сделали большой мегапроект по защите и сохранению эпического наследия коренных народов Сибири и Дальнего Востока, включая наши народы, коренные народы. То есть наш проект был поддержан на уровне народов тюрко-монгольского мира, в пространстве Сибири и Дальнего Востока. То есть под этим проектом, в общем-то, подразумевается не только защита якутского и греческого эпоса, но защита еще и всего эпического наследия коренных народов Сибири и Дальнего Востока. Отдел Олонхо выпускает академические серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», который признан классическим научным изданием мирового уровня. Сотрудники отдела выпускают также Олонхо для массового читателя. Так, 21-томная серия «Саха Ботурдара» стала популярной и востребованной книгой. Политика – слишком серьезная вещь, чтобы доверять только политикам. Уинстон Черчилль. Отдел социально-политических исследований. Процессы демократизации общественно-политической системы в стране, новые явления в этносоциальных процессах с начала 90-х годов выдвигают новые исследовательские задачи. Разработка этих проблем возложена на структуры. В отделе работают 12 человек, 6 кандидатов наук. Первые итоги научно-исследовательской работы сотрудников отдела были изданы в основном в виде коллективных монографий. И по общему признанию эти работы существенно восполнили имевшийся на рубеже 80-х, 90-х годов пробел правдивой информации, либо ее искажение в сфере межнациональных отношений, а также других табуированных в советское время национальных проблем общества. Как известно, от того, в каком направлении пойдет переустройство общественной жизни, какие новые формы союза народов и регионов будут найдены, зависит, по общему счету, не только судьба нашей Саха-Якутии, но и всей Российской Федерации в целом. То, что достойно существовать, достойно быть знаемо. Фрэнсис Бэкон. Отдел арктических